Торжество грации в столице Южной Осетии прошел открытый турнир по художественной гимнастике. Его смело можно назвать традиционным. Уже несколько лет подряд в уютном зале Дворца спорта «Олимп» он собирает несколько десятков гимнасток. И в этот раз в спортивном зале было довольно многолюдно. Выступали более 50 гимнасток в возрасте от 4 до 16 лет. В спортивном мероприятии принимали участие гимнастки из Северной Осетии. Президент Федерации художественной гимнастики Зема Цхавребова поздравила собравшихся с началом соревнований в память тренера Людмилы Габараевой. Мы помним ее и хотим, чтобы подрастающее поколение знало, благодаря кому в республике развивается художественная гимнастика, сказала она. Она очень ждала того момента, когда бы она смогла попасть в этот зал и работать здесь. Но это ей не удалось, к сожалению, болезнь не спрашивает нас. Но завещала нам продолжать ее дело, и мы стараемся. Надеюсь, что мы сделаем все, о чем мечтала Людмила Габараева, наша Людочка. Гости спортивного мероприятия, спикер парламента Алан Таттави и посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов пожелали юным спортсменам удачи в соревнованиях. Спасибо вам, организаторы, что вы не забываете имена тех людей, которые дали Южной Осетии вот эту красоту. Они всеми своими силами старались сделать эту красоту, и вы продолжаете это дело. И спасибо, конечно же, тренерам, родителям в первую очередь за все то, что они делают для своих детей, чтобы у нас была в республике, в нашей молодой республике, вот такая прекрасная спортивная молодежь, которая выступает на разных площадках наравне с другими и приносит призовые места в свою республику. Недалек как тот день, когда у нас в республике будем чествовать олимпийских чемпионов по этому виду спорта. Мы со своей стороны, руководство республики, парламент республики, будем делать все возможное, чтобы эти маленькие детки достигали тех высот, которые мы им желаем. Праздник. Маленькие звездочки, надеюсь, скоро станут большими звездами. Хочется сегодня пожелать им успехов, расти в спортивном отношении. Тренерам, тренерам удачи, терпения самое главное. Настоящий праздник грации и красоты. Каждое выступление гимнасток поддерживали родители, тренеры и сверстники. Нехитрые кувырки начинающих гимнасток плавно сменяли сосредоточенные композиции более взрослых спортсменок. Зазвенел ручей и слышно, как трещит на речке лед, и капель с промокшей крыши нам за шиворот течет. Речка разлилась напрасно. Пока одни спортсменки выступают, другие с волнением ждут своего выхода за кулисами. Признались, что волнуются, но в победе уверены. Многие из них, несмотря на юный возраст, уже не раз становились участниками и победителями различных турниров в республике и далеко за ее пределами. Я выступала в Тереке, в Нальчике, в Сочи, еще во Владикавказе. Я в Тереке заняла первое место, во Владике тоже. В Сочи я заняла 4-е место. Еще в Сочи тоже было хорошо. Сейчас волнуешься? Чуть-чуть. Я сейчас выступаю, я волнуюсь, но хорошо выступлю. Занимала первые и вторые, и третьи места. Я боюсь, но у меня все получится. И я выиграю. Принимаю участие в соревнованиях 12 раз. Выступала в Тереке, в Сочи, здесь и во Владикавказе. Я выигрывала 6 первых мест, 3 вторых, 1 четвертая и 1 третий. Возможность выступить перед многочисленной публикой впервые предоставили самым юным спортсменкам. Они не оставили равнодушным публику. Долгие овации, крики «Браво!» сопровождали каждое их выступление.
течение трехчасового турнира гимнастки успели показать мастерство как в групповых, так и сольных выступлениях. Технику и четкость выполнения оценивали судьи во главе с заслуженным тренером Российской Федерации Инной Никитиной. В соревновании у нас был недельный сбор с приглашением заслуженного тренера России по художественной гимнастике Никитиной Инны Борисовны. Благодаря ее помощи у нас развивается гимнастика, потому что только приглашая самых лучших мы можем развиваться. Уровень детей, по словам президента Федерации художественной гимнастики, повышается, а количество желающих привести своих детей на гимнастику увеличивается с каждым днем. Зарина Кочева, Азамат Кузов для программы «Неделя».